Похолодание в этом году ранее, как энергетики в этих условиях готовятся к зимнему сезону и оптимизируют ресурсы, об этом будем подробно говорить с главой Черноморэнерго Тимуром Джинджоли. Он с нами на связи по телефону. Тимур Иванович, здравствуйте. Добрый день. Тимур Иванович, насколько похолодание отразилось на вашей работе? Ну, в первую очередь оно отразилось на потреблении республики целиком. Потребление республики с наступлением этого похолодания в общем увеличилось практически на 2 миллиона киловатт-часов в сутки. Если мы при теплых погодах у нас значения были 4,5 и 4,6 миллиона киловатт-часов, то до 6,5 точно у нас уже потребление поднялось. Пока в таком режиме будет идти такое потребление. Если будет какое-то потепление, что-то, я думаю, и потребление, соответственно, будет уменьшаться. Вы пытались подготовиться к зимнему сезону. Вот с начала августа Абхазия получает электроэнергию из России, это коммерческий переток. Сейчас продолжается этот переток? Да, переток продолжается. Перетоком будем, если говорить про этот год, то до конца этого года переток будет постоянный. Правда, разного объема, но тем не менее он есть. Все эти мероприятия проводятся для того, чтобы сохранить уровень воды на плотине Гургас. Но люди задают вопрос о том, будет ли веер в этом году, будут ли веерные отключения в этом году. Давайте так, я буду говорить за этот год. Если говорить за 25 год, мы рассчитываем, что веера не будет, если не будет больших похолоданий. Если существенных похолоданий не будет, то мы планируем, что мы без веера пройдем до конца этого года. А там как сложится. А какое похолодание считается существенным? Вот до какой температуры, до какого предела примерно? Смотрите, сейчас у каждого месяца есть свое среднестатистическое значение. Допустим, если брать по прошлому году, то в прошлом году в данном аналогичном периоде было градусов от 5 до 10 выше была температура. Естественно, это отражалось и на потреблении тоже. По поводу оплаты за переток, это из средств Черноморэнерго производится оплата. Могли бы назвать сумму, которую вы уже заплатили за переток? И вообще, сколько, как вы думаете, до конца года нужно будет денег? Значит, за переток мы уже оплатили порядка 175 миллионов рублей, начиная с августа месяца. За ноябрь месяц где-то в районе 90 миллионов надо будет заплатить, и за декабрь месяц, в силу того, что перетока потребуется больше, эта цифра порядка 300 миллионов рублей. Справляетесь сами? Черноморэнерго справляется с вот этой финансовой нагрузкой? Смотрите, это для нас, конечно, очень существенная нагрузка. Практически все деньги, которые мы сегодня поступают за электроэнергию, практически, заработная плата, небольшие хозяйственные расходы, остальное все мы направляем на обеспечение перетока. Пока поставлена такая задача, мы по этому пути идем. Периодически появляется информация об отключениях неплательщиков. Про это направление вашей работы тоже хотелось бы поговорить, потому что параллельно с покупкой электроэнергии в России, с коммерческим перетоком, вы пытаетесь и сократить потребление здесь внутри, и взыскать долги с населения. Давайте поговорим о том, как эта работа проводится, об отключениях, если неплательщиков подробнее говорить. Много ли абонентов, которых вы отключили уже? Смотрите, ежедневно мы отключаем от 100 до 150 абонентов. Ввиду того, что сейчас введена в работу по городу Сухуми, Сухумскому району новая биллинговая программа. Она дает нам возможность составлять список этих абонентов, вести контроль потребления, и начисления соответствующие. 100-150 человек в день мы обеспечиваем за неуплату вовремя за электроэнергию. К сожалению, есть очень большая категория граждан, у которых накопились существенные долги.
Я не говорю сейчас по 2, 3, 5 тысяч. Есть люди, у которых есть долги сегодня и 100 тысяч, и 120 тысяч, и 130 тысяч. Вот непосредственно с ними мы и ведем работу. Вот. Также параллельно идет работа с оплатой по юридическим лицам, ИПшникам, не знаю, с теми категориями абонентов, которые ведут коммерческую деятельность. Если говорить о цифрах, допустим, за сентябрь месяц уровень наших сборов составил 85,4%. Это по республике в целом. Это хороший вот, показатель. Что покажет текущий месяц. Посмотрим в конце месяца. Но, тем не менее, нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы обеспечить бесперебойность электроснабжения республики в целом. Вот, задача стоит очень серьезная, большая, так что мы прикладываем все усилия для выполнения. Пользуясь моментом, обратно хочу обратиться к нашим жителям, к абонентам, пользователям электроэнергии. Вовремя оплачивать за потребленную электроэнергию, не накапливая задолженности в силу того, что потом приходится трудно, суммы образовываются большие, единовременно это все погашать людям становится трудно. Вот. И точно такая же, относиться точно так же, как оплата за сотовую связь, за интернет, который мы потребляем, да, сегодня практически в каждой семье в Абхазии. Вот. Если сегодня интернет стоит ориентировочно 1500 рублей в месяц, вот, и это мы находим на это средства, то и на плату за электроэнергию тоже надо будет предусматривать в своем бюджете. Вот такая ситуация. В противном случае мы обратно можем столкнуться с кризисом, который был у нас в прошлом году. Все его помнят, когда у нас были очень глубокие отключения. Вот когда днем, в дневное время, там практически по 4 часа люди имели свет, плюс это тянуло за собой многочисленные аварии, неисправности. Вот, чтобы к этому не прийти, надо будет вовремя оплачивать за потребленную электроэнергию, что в свою очередь нам даст возможность обеспечить переток и бесперебойность по республике. К сожалению, есть села, сейчас это не одно, не второе, где уровень оплаты у них составляет 10-15%. Вот, это продолжаться так не может. Вот. Люди практически перешли на обогрев домов даже в деревнях на электричество. Вот, а при нашей сегодня сложившемся дефиците пропускной способности самой системы и дефиците генерации, это для нас создает очень-очень большие, огромные проблемы. Вкратце вот такая ситуация. Тимур Иванович, вот вы сказали, что есть должники, которые задолжали Черноморэнерго около 100-120 и больше, может быть, денег. Да. Есть ли возможность, бывают объективные, причины, люди по состоянию здоровья, лишились работы и прочее. Есть ли возможность частично погашать долг в каких-то ситуациях? Идет ли государство на это? Да, конечно, у нас есть такая возможность, к нам обращаются люди, там оплачивается 50% сразу, остальное делается график погашения. Естественно, разные обстоятельства в жизни бывают, и мы стараемся тоже облегчить ситуацию, пойти навстречу нашим абонентам. Значит, если абонент оплачивает, еще раз повторюсь, 50% от своей задолженности, оставшуюся часть мы делаем график по погашению этих долгов, подписываемся с нашим абонентом, и он поэтапно должен свои обязательства уже выполнять. Вот кто-то должен 100 тысяч, а кто-то должен, допустим, 20 тысяч. И тому, и другому вы пойдете навстречу и дадите возможность частичного погашения, или это о крупных суммах идет речь? Смотрите, мы можем пойти навстречу любому абоненту, вне зависимости от суммы долга. Суммы задолженности. Но вы согласитесь, что 20 тысяч намного легче оплатить, чем 120 тысяч. То есть индивидуальный подход к каждому должнику? В рамках тех возможностей, которые у нас есть, мы идем навстречу людям, насколько это возможно. Но такие
допустим, варианты там списать какую-то задолженность, уменьшить, там еще что-то. Таких возможностей на сегодняшний день уже нету. Ту задолженность, которую посчитала биллинговая программа, которая сформировалась, которая зафиксирована за абонентом, она становится неизменной. А за время, как начали устанавливать приборы учета, если сравнить вот с потреблением, все-таки эффективен этот метод, дает уже плоды свои в плане сокращения потребления? Ну, по ограничению потребления я вам сейчас скажу следующее. К 2024 году суммарно мы на сегодня, если чисто о киловаттах говорить, то потребили меньше на 65 миллионов киловатт-часов, чем в прошлом году. А если учитывать те ограничения, которых в этом году не было, то это составляет сумма где-то 155-160 миллионов киловатт-часов. Это то снижение потребления, которое на сегодняшний день вот реально у нас есть, которое мы видим в цифрах, показаниях наших головных приборов учета. Это реальное потребление. Эффект большой, эффект хороший. Вот, и я думаю, эту работу надо продолжать, и чем быстрее мы завершим этот весь проект целиком, тем легче будет всем жителям Абхазии в плане того, что люди начнут экономить потребление электроэнергии. Они начнут экономить просто элементарно. Ненужные электроприборы будут отключаться, ненужные комнаты не будут отапливаться, потому что человек будет понимать, что за все потребленное ему надо будет платить. Отвечать рублем. Вот. Вы поймите, сегодня у нас ситуация такая. Мы в ночное время покупаем по 3 рубля 10 копеек за 1 киловатт-час. Если берем круглосуточно, это получается со стороны Российской Федерации день-ночь, получается где-то 4,10, 4,20 за 1 киловатт-час. В то же время этот 1 киловатт-час мы отдаем нашим абонентам, если говорить о населении, это по рубль 80 на сегодняшний день однофазникам. Скажите, какая экономика выдержит при таком соотношении покупки и продаж? Вот. То есть Это пока просто 4, балансируете, пытаетесь временно выдержать, но это экономически нецелесообразно. Тимур Иванович, вы приводите цифры, чтобы нашим слушателям, не энергетикам, да, было понятно, вот 65 миллионов, 100 с чем-то миллионов вы называете, чтобы было понятно вот эта экономия, если измерить ее там днями, неделями, сэкономленные киловатты, вот так, чтобы можно было объяснить. Давайте, чтобы было понятнее, вот, допустим, 65 миллионов реально сегодня в киловаттах сэкономленных, давайте умножим на 3. Это получается порядка 200 миллионов рублей, которые сегодня сэкономила республика, это на которые мы меньше как бы потребили электроэнергии. Вот. Если говорить об общем объеме, вот то, что я говорил, 160 миллионов, тоже можно умножить. Это получается уже 500 миллионов. 500 миллионов рублей, 500 миллиарда рублей было сэкономлено по факту по сравнению с прошлым годом по потреблению. Сумма очень большая, существенная сумма. А вы представьте, что у нас, если был бы дефицит еще плюс вот эти 165 миллионов киловатт-часов, да, в какой ситуации финансовой и технической мы находились. Вот теперь понятнее. Экономики тут никакой нету. Покупая за 4, продавая за 2, так говорю, условно говоря, да, в 2 раза дешевле, чем покупаешь. И при этом еще не добирать из того, что ты отпустил население. Ну, естественно, тут никакая организация, никакой бюджет, никакая экономика не выдержит. Потому мы как бы хотим ускорить процесс сам установки приборов учета, процессы внедрения в этой биллинговой программы, процесс наведения платежной дисциплины. Потому что обслуживать надо, ремонтировать надо, реконструкции надо проводить, надо улучшать качество электроснабжения. Но при этом, вот смотрите, средний суммарно у нас получается 2,5 миллиарда киловатт-часов потребления Абхазии за год. Ориентировочные цифры я сейчас говорю. Я вас уверяю, что вот эти 500 миллионов киловатт плюсом, да, свыше 2, вот это все небрежное отношение к электроэнергии и хищению. На сегодняшний день вот такая ситуация. И над этим надо долго, системно, ежедневно работать для того, чтобы привести его в соответствие.
Ну вот сокращение майнинга вы ощущаете по потреблению? Как-то Да, могут энергетики конечно. отслеживать Майнинга вот эту стало ситуацию? меньше, но он есть. Я не раз это говорил. Майнинг в основном у нас на сегодняшний день бытовой. По 2 машинки, по 3 машинки. Вот. Ну, вроде, да, вот говорят, что там 2-3 машинки. Но когда их суммарно много получается, то они создают очень большой отдельный вес потребления именно майнинга. Приборы учета эффективный метод сокращения потребления. Насколько сейчас вы продвинулись в этом вопросе? Какое количество, какой процент населения вы успели охватить? И будет ли продолжена эта работа и в каком темпе? Ну, смотрите, работа продолжается. Вот сейчас вот идет у нас активная установка прибора учета в Агудзере, в поселке Агудзера-Мачар, когда устанавливаем внутридомовые приборы учета. Порядка 400 приборов учета мы установили уже буквально за прошедший там месяц, так скажем. А параллельно с установкой прибора учета идет у нас там монтаж щитов. Сейчас будет замена главных ГРЧ, так называемых, главных распредщитов будет замена. Вот, и потихоньку приводим в порядок. И, повторюсь, в тех районах или участках, где мы установили вот эти приборы учета и взяли под контроль потребление, значит, от 30 до 40% падают нагрузки на этих подстанциях. Откуда они запитаны? Потому что люди элементарно начинают экономить. Для нас это, наверное, первостепенная задача. Экономия потребления страны. И, естественно, сбор за потребленную электроэнергию, поступление денежных средств для того, чтобы мы могли проводить хоть какие-то ремонтно-профилактические или капитальные работы. Но люди задаются вопросом, а почему мне установили, допустим, прибор учета, а там в другом месте не поступили. Вот есть какая-то логика в этом процессе, хотелось бы ее донести до слушателей. По какому принципу? Конечно, есть логика. Значит, в первую очередь мы устанавливаем приборы учета в тех местах, районах, где наибольшее потребление, наибольший экономический эффект от проведения этих работ. Но этот процесс, к сожалению, не быстрый, это не делается за один день, за 2 дня. Вот этот подход должен быть системный, ежедневный. И очень много сопроводительных работ, которые надо провести параллельно для того, чтобы этот прибор учета установили. Даже не просто провести и поставить прибор учета. Надо привести в порядок линию, надо привести в порядок внутридомовое хозяйство, надо привести в порядок поэтажные щиты, ГРЧ. Там очень большой комплекс вопросов, которые надо решить перед тем, как установить прибор учета. Просто установить прибор учета – это самое легкое и самое последнее, так сказать. Перед установкой прибора учета надо провести кучу мероприятий. Еще нам в социальных сетях, Тимур Иванович, вот спрашивают нас о том, что в деревнях, например, прибор учета устанавливается на столбе каком-нибудь. Это прибор учета фиксирует несколько домов. И они говорят, вот мы не видим свое потребление. Как им ответить, как им объяснить? Ну, смотрите как, все это считается у нас сегодня... Приборы учета на сегодняшний день, они у нас интеллектуальные. Дифференцировать могут. Учет. Да, конечно. Это мы, чтобы на 3 дома один прибор учета стоял, такого не было никогда. На каждый дом индивидуально, на хозяйстве индивидуально устанавливается прибор учета. Было много случаев, когда люди там проявляли недоверие к правильности работы или корректности работы нашего прибора учета. Ставили контрольный прибор учета уже, который человек непосредственно у себя в доме видел. И я вам скажу, что в 10 случаях из 10 наши показания контрольного прибора учета и показания нашего электронного прибора учета, они совпадают.
Ну и еще вот вопрос последний, наверное, от наших слушателей о том, что понятно, что платежная дисциплина у нас хромает, и пытаемся, да, всеми силами эту проблему решить, но из-за скачков бывает ломается техника. И вот люди задают вопрос нам, кто нам это компенсирует и кто в этом виноват? Ну, я вам скажу так, тут даже не о вине надо говорить, а правильно? Да, да, да. Почему так происходит? В первую очередь, причина всего этого, наверное, ветхое состояние наших сегодня сетей. Вот, для того, чтобы проводить улучшение этих сетей, это значит, должно быть что? На это должны быть средства. Средства мы можем получить только из средств, которые мы получим за потребленную электроэнергию. И плюс тариф. Покупая по 4 рубля, продавая его по 2 рубля, то о какой экономике может? Когда мы подойдем к тому, что будет экономически оправданный тариф, и уровень дисциплины будет платежный и соответствующий, тогда, наверное, наступит и вопрос о том, чтобы там... И тогда и будет, наверное, делиться ответственность уже, кто за что, как отвечает. Обязательно донесем ваш ответ до наших слушателей. Ну и последнее. Приборы учета сейчас устанавливаются. В каком районе, в каких селах в ближайшее время, городах будут установки, чтобы люди готовились, знали? Ну, смотрите, сейчас на сегодняшний день я вам озвучил, что идет установка приборов учета в селекционных домах в поселках Агудзера и Мачарка. Пока это у нас в приоритете стоит, весь этот месяц мы будем работать над этим вопросом. Следующий этап будем рассматривать уже в следующем месяце. По объему, вот какое количество, какой процент населения вы уже успели охватить приборами учета? Ну, смотрите, если говорить по городу Сухум, то это за 55%, под 60%. Если говорить по республике, это где-то процентов 32-33% составляет сегодня. Ну, неплохой показатель, как вам кажется? Вот эти данные. 55 по столице и 30 по республике. Это еще раз вопрос, он плохой или неплохой? Да, результат, в общем-то, успели за небольшой промежуток, можно сказать, времени. 30% Ну да, населения. успели, но работы предстоит еще очень много. Для того, чтобы количество перешло в качество, то надо хотя бы 50% по республике должны быть установлены приборы учета. А лучше, когда все полностью под приборами учета находится. Для этого надо выстраивать очень сложную, компетентную систему, структуру с определенными компетенциями сотрудников на местах в каждом районе, обучение работы с этой программой, сопровождение работы этих приборов учета. Вот. Как все сложные механизмы, это что всем понятно было, нужно и соответствующее обслуживание его. Вот. Но, тем не менее, другого выхода у нас нет. Но первостепенность задача на это время – это подготовиться к зимнему сезону, пройти без аварий и постараться без верных отключений вот этот самый холодный период. Смотрите, как без аварии пройти ни одну зиму, наверное, не получится в нашем случае пока. Но надо просто минимизировать эти аварии. Вот, они в любом случае будут случаться, потому что это из практики с нашей. А для того, чтобы было абсолютно без аварий, то в модернизации и восстановлении сетей по Абхазии, я думаю, сегодня требует порядка 15-20 миллиардов рублей. Тимур Иванович, большое вам... Стоимость всех этих мероприятий никак не соотносится с нашими возможностями сегодняшними. Вот. Будет ли как-нибудь решаться этот вопрос по-другому, будем смотреть. Тимур Иванович, благодарю вас за подробное интервью. Спасибо вам. Во всяком случае, все, что постарался максимально правильно, честно ответить на ваши вопросы. До свидания.
Благодарю. Всего вам доброго. Всех благ. Всех благ. Напомню нашим слушателям, это был глава Черноморэнерго Тимур Джинджолио. Мы говорили о том, как энергетики готовятся к зиме и в каких условиях сейчас работает энергосистема.